У вас там роман, что ли? Но на самом деле получается, что Ханзаде это как Шерхан, а он как шакал. В новой постановке заняты те, кого без преувеличения можно назвать топовыми. Это артисты в настоящем понятии этого значения, а не клонированный под копирку исполнители с одинаковым выражением лица. Старинная легенда о Казане, который загорается лишь в добрых руках, сказка о добре и зле, бродвейский ритм и национальная харизма сплелись в историю, которую увидят казанцы как раз возле чаши Дворца бракосочетания. Здесь существует целый ряд артистов, которые готовы к этому жанру. Понимаете, это надо использовать, я считаю, что это нужно закрепить, это нужно оставить на постоянной основе, а не делать разовые антрепризы, потому что это всегда очень от раза к разу ничего нормального не бывает. Это надо ставить на плановые рельсы. По сути, музыка одного из самых перспективных композиторов нашего времени Эльмира Низамова уже звучала на сцене Тинчуринского театра. 8 лет назад Алтын-Казан позиционировался как рок-опера. Очень мало специалистов, которые могли бы одновременно работать и в этом, и в другом жанре, и объединять это в таких вот сочинениях, как рок-опера. И в этом есть смысл, ребят. Алтын-Казан обещает быть недюжинным зрелищем при бюджете в 12 миллионов рублей и робкой попыткой для создания в Казани хоть когда-то долгожданного театра, где найдет применение нынешняя творческая молодежь. Лауреаты престижных конкурсов готовы служить своей земле, а не бегать за заработками в разные города России. Мы работаем по 7-8 часов подряд, и, честно говоря, усталость ощущаешь только вечером, когда ложишься, падаешь спать. Культовый петербургский актер Гали Абайдулов, самый фирменный исполнитель Модеста Алексеевича в фильме-балете «Анюта», приглашен для постановки танцев. Последний раз Абайдулов танцевал в Казани 25 лет назад. Все хотят двигаться вперед. И это как ответ на вопросы сегодняшнего дня и за требования сегодняшнего дня. Потому что мюзикл, он все-таки очень привлекает молодежь. Дмитрий Пивоваров, Рустем Кадыров, Эфир 24.